Суть в том, что люди, уже многие, которые сейчас участвовали в этой пирамиде Доронина, они уже знали, как это будет работать. Высокая доходность при минимальных рисках. Это невозможно. Экспертное сообщество – это экспертное сообщество, а народ – это народ. Нет культуры проверять, какую тебе информацию дают на рекламу. Когда мы говорим пирамиды, это синоним мошенничества. Вот эти крупные блогеры, не надо воспринимать их как своих только потому, что они крымские татары. Сейчас и качество дома, и качество машины мы на это внимание обращаем, и для нашего народа это оказывается важным. Люди наивные, люди не могут стратегически мыслить, анализировать, рассчитывать. Там элементарно нужны какие-то математические познания для этого. Селям алейкум. Инфляция в 90-х, съевшая накопление миллионов граждан, великая махинация с МММ и Мавроди. Мне казалось, что все эти кейсы остались в нашей памяти навсегда, и мы больше никогда не ввяжемся в истории с финансовыми пирамидами. Но, как показала практика, все гораздо сложнее, и память у нас не такая и уж длинная. Накануне мы узнали о новом кейсе, который называется кейс Доронина, и, как оказалось, очень много крымских татар ввязалось в эту историю. И сегодня мы решили поговорить о финансовой культуре, о финансовых пирамидах и финансовой грамотности. Селям алейкум, хош келдіңіз, рада вас видеть. Риан Ханым, раз уж мы заявили и начали разговор с кейса Доронина, давайте немножечко введем в курс наших зрителей, что это за история, откуда она появилась, в чем ее суть и почему так много наших людей ввязалось, скажем так, в этот сомнительную возможность заработать. Во-первых, алейкум селям. Я думаю, что большинство, кто сейчас будет это смотреть и слушать, уже понимает, о чем пойдет речь. И Доронин у них на слуху не только потому, что это сейчас кейс нынешний, о котором сегодня пойдет речь, но и кейс прошлый, также пирамида, но немножко там была другая схема. Так вот, это пирамида финансовая, да, которая под видом инвестиций, на сегодняшний день это успешный проект, можно назвать его так. В кавычках. Да, в кавычках. И вообще некого Доронина, то есть это вообще, возможно, даже не Доронин, псевдоним, скорее всего. В телеграм-канале некий Доронин предлагает инвестиции, удвоить капитал гарантированно и за очень быстрые сроки. Наши, в основном это, кстати, имеет именно региональный окрас, да, крымские татары. Почему так, наверное, произошло? Потому что у нас среди крымских татар вообще очень быстро распространяется какая-либо информация, а здесь как раз работает схема той самой пирамиды, когда сначала все вкладываются и получают, и вот как раз за счет того, что многие получали, новые приходят, верят, что это работает, и тоже вкладываются. Но в какой-то момент, естественно, эта пирамида, как и все пирамиды, она обваливается, и все лавочки закрываются, и, естественно, никто уже деньги свои не получает, не удваивает капитал, и вообще даже вернуть вложенное не могут. Но что касается нового кейса именно Доронина, здесь, в отличие, например, от прошлого Доронина, который тоже был, да, который... Их было два? Нет, я имею в виду именно Кирилла Доронина. Это всем известная пирамида Финико, да, которая сейчас есть уже приговор, да, вступивший в силу в 2021 году. Здесь получилось привлечь к ответственности по статье мошенничества в особо крупном размере, но там не только учредитель, да, там был основатель Доронин, там были и соучредители, там была целая группа, да, лиц, то здесь почему-то так символично решил этот некий Доронин, который назвал себя Доронином, тоже называться. Так, не знаю, есть ли какая-то связь с тем Доронином, скорее всего, нет. Усмешка. Может быть, да, есть какая-то и усмешка. Но к тому, что людей ничего, да, не учат, память той самой длинной памяти ее нет, потому что если даже брать того Доронина, который сейчас, он, кстати, продолжает причем успешно. После того, как его обвалилась первая пирамида, буквально там пару недель назад, при том, что люди уже все узнали, это казалось бы, что это все узнали. Это вся история ближайших ближайшего месяца, да. То есть за месяц. Да, за месяц появился некий Доронин с нуля в своем канале. Естественно, с нуля они не появляются. В канале у них уже вначале бывают отзывы, да, каких-то там людей, не настоящие отзывы. Канал наполнен профессионально. Причем если мы говорим о нынешнем Доронине,
канал настолько профессионально наполнен и настолько профессионально оформлен, что действительно у многих людей возникает мысль, а почему, действительно, то есть они не задаются вопросами, которыми они должны задаться, да, то есть. И сейчас эта схема, которая продолжает, несмотря на то, что есть уже жертвы, которые писали об этом, делились с другими, несмотря на это та самая схема с Дорониным, которая сейчас нынешний Доронин, в Телеграм-канале, через Телеграм-бот, через крипто-кошелек. То есть это не простые инвестиции. Инвестиции это мы в кавычках говорим, потому что, естественно, если мы говорим об инвестициях, это совсем другая история. Да. Но у нас люди, особенно когда не знают и не разбираются, они услышали, например, голосовые. От Доронина у нас есть только голосовые, больше ничего у нас от него нет. И, кстати, голосовые сообщения сейчас тоже можно любой голос записать. Искусственный интеллект всем в помощь. Да. То есть здесь он грамотно поставленной речью, таким можно сказать... Убедительным вокабуляром. Да, и голос у него тоже такой доброжелательный, он всех успокаивает. Если психолог послушает его голосовые, он очень психологически хорошо успокаивает, обволакивает, он объясняет, что не стоит переживать, если ваши платежи задерживаются, мы командой работаем и так далее. И то есть это все настолько профессионально в этот раз, что действительно большое количество, в этот раз прям очень большое количество людей в этом участвовало. 12 тысяч участников появилось за меньше, чем за месяц в этом канале. И, естественно, там были ставки, которые вкладывались от 2000 до 100 тысяч. Там даже, по-моему, последние дни, прямо перед обвалом, он взял ставки по 500 тысяч. То есть он кому-то предлагал прям отдельные ставки, индивидуальные, бонусные, повышенные, да. Эксклюзивные, да. И там, кстати, было предложение ограничено, причем он так психологически еще хорошо на это давил. Он писал, например, что буквально вы должны написать в 15:00. Если вы напишете сообщение свою ставку 15:01, ставка не принимается. Всего лишь там 5-10 мест, и поэтому вам нужно именно в это время написать. Все, если ставка была позже, все. То есть и человек, он настолько психологически в напряжении, он сидит, то есть это еще один прием, когда тебе не дают время, подумать, не дают время. Агрессивно. Ты сейчас прямо должен это сделать. И так он, получается, продолжает. Я не знаю, после выхода этой программы изменится ли что-либо, но все равно каждый день. Это, в принципе, вообще сейчас со всеми мошенниками так, да, у нас есть различные схемы, в которых каждый день у нас есть жертвы, да, и этих схем с каждым днем все больше и больше. Но в чем особенность этой схемы, что это криптокошелек. Я дальше, наверное, об этом расскажу. И здесь это работает все очень быстро, как раз благодаря репостам, благодаря той самой... Наши социальные связи, которые нас спасали в определенные моменты, сыграли злую шутку в этот раз, я так понимаю, да? Теперь благодаря соцсетям, если мы говорим, о пирамиде, которая там МММ, была в 90-х, они как узнавали? Просто друг от друга. Сейчас все молниеносно распространяется. Закинул кто-то репост, пусть даже крупный блогер, все, у него там 10 тысяч просмотров, допустим, в сторис, и все эти люди поверили, тем более, если они, допустим, доверяют этому человеку, он же получил, значит, и мы получим. И в основном они не разбираются вообще, что это такое. И так получилось, что по этой схеме сейчас очень большое количество людей попалось, если говорить простыми словами. Лилия Ханум, финансовые пирамиды, вообще что это за явление, и почему люди так ведутся, если простите меня за это выражение, почему они так привлекательны? И как распознать вообще, различить, где реальная инвестиция, где реально можно сделать деньги на деньгах, а где, извините, это схема мошенников? Да, вы вначале говорили о том, что в 90-х годах была пирамида МММ, и как говорила, сейчас Риана сказала, что это устойчивая финансовая структура. Слова Сергея Мавроди, он сказал, пирамида устойчивая, мы зарабатываем. В итоге получилось то, что 10 тысяч человек пострадали, 8 миллиардов долларов убытков, потерь именно пайщиков, инвесторов, назову их так, хотя это не инвесторы. В кавычках, да, опять-таки. И 50 человек покончили с собой. Тема пирамид была начата в 1919 году. Первое место занимала пирамида, которая была в Америке, финансовая пирамида, и автором ее был, я не помню, Медов, американец. Занимался этим 16 лет. Пострадало, по-моему, 3 тысячи человек, или не помню, 50 миллиардов долларов, но ему дали 150 лет срока.
В отличие от того, что Мавроди отсидел 6 лет, по-моему, или 4 года, 6 месяцев. Все на этом. Но у нашего народа, у нашего населения, конечно, как мы говорили сегодня, рыбья память. И понятно, когда мы говорим о пирамидах, это не инвестиция. Это такая структура или такой механизм, когда в реальные активы деньги не вкладываются, то есть они не работают. Когда говорим о пирамиде, там нет активов, там нет лицензии. Понятно, что на сегодняшний день наш регулятор, это Центробанк, он регулирует и мониторит. Они изыскивают сайты, если, допустим, есть какое-то сообщение через органы внутренних дел, то они блокируют эти сайты. Но, допустим, устранить абсолютно все темы невозможно. Тем более на сегодняшний день, когда применяются новые информационные технологии, они уходят в тень. Вот как говорила Риана, там голос, там может быть голос, как мы сегодня проговорим, это дипфейки. Они имитируют голос, имитируют даже кругляшки в Телеграме, там могут изменять лицо, все что угодно. Они могут отвечать. То есть искусственный интеллект, конечно, положительная вещь, но он сам себя изучает и формирует вот такие вещи. Пирамида – это структура, которая основана на том, что несколько человек, я их назову креативщиками, но морально, конечно, у них да, и качество вызывает вопросы, но то, что они креативны, да, они входят в раж и придумывают такую тему. Они могут даже общаться, они могут нагло смотреть, они насмехаются над людьми. Вот. Я не буду этих людей называть некорректно, но скажу, что они слабохарактерные, неопытные, да, как можно еще назвать? Вы имеете в виду участников? Да, участников, те, кто вкладывают деньги. Суть в том, что ты вкладываешь твои деньги, ты привлекаешь кого-то еще, тот, кто приходит за тобой, оплачивает, опять-таки инвестирует, получает те, кто пришел первый. И таким же образом дальше. Там процентные ставки от 600 до 1000%, то есть очень высокие. Но не работают деньги. В итоге доходит до того состояния, когда, допустим, много так называемых инвесторов, да, вкладчиков, много прекращается поступление инвесторов, вот прекращаются вклады. В итоге те, кто организовывает эту тему, они говорят, что все, мы закрываем нашу пирамиду, забирают все оставшиеся деньги, ну, естественно, скрываются. И поэтому я говорю, что авторы вот этих тем, они могут абсолютно не быть гражданами Российской Федерации, они могут жить где-то за пределами, в офшорных зонах, и вот заниматься вот этими вопросами. Поэтому сказать, что это инвестиция какая-то, нет. Хотя они могут называть себя криптоплатформы, инвестиционные какие-то, там, я не знаю, как их там называют, инвестиционные фонды. Да, они прям вот, да, вот мы видели последнее обвал в 2021 году, это Финика. И очень интересно, что это как будто насмешка, да, Кирилл, посадили его, наверное, да, скорее всего. Ну, и подельников, я видела суды, видела эти слезы. И опять-таки он взял тот же самый псевдоним. То есть он тут просто издевается над людьми. Мы понимаем, что люди абсолютно необразованные, люди наивные. Люди не могут стратегически мыслить, анализировать, рассчитывать. Там элементарно нужны какие-то математические познания для этого. Поэтому, конечно, это очень большая беда. Когда мы говорим пирамиды, ну, это синоним мошенничеству. Ну, другого определения я дать не могу. Мы еще вернемся к признакам, как определить, да, чтобы не вляпаться, извините, да, в эту историю. Меня, знаете, что интересует в этой истории? Почему не оценивают риски, да, почему с головой окунаются? Что это за такой психологический эффект, да, жажда наживы? Что это такое? Ну, вот Риана Ханум сегодня уже начала озвучивать вот эти триггеры, на которые людей сажают. Во-первых, это всегда харизматичная личность. То есть тот, кто это организовывает, либо тот, кто его представляет, он интересный, он располагает. И ты, когда на него смотришь, думаешь, ну нет, ну не может быть. А второй момент – это память, как сказали сегодня уже, да, у нас как у рыбы. Действительно, то, что было в 90-х, это было в 90-х, никто не помнит. Мы видим то, что сейчас. А сейчас у нас с каждого утюга трубят про успешный успех. У нас не
нет культуры проверять, какую тебе информацию дают на рекламу. Да? И любой блогер, уважаемый, там, любимый многими, будет рекламировать вот эти махинации, и люди будут в это верить. Более того, если мы говорим про Крым, любой народ, любая диаспора, они друг другу все это распространяют. У нас же, это же мы, это ж у всех так, значит, и я так должна делать. И люди начинают следовать за другими людьми. Да? То есть родственники, там еще кто-то. Это очень важно, чтобы этнически мы все были в этом. Когда тебя сажают на крючок о том, что осталось там 5 часов, либо ты какое-то уникальное предложение, и у тебя включается, я уникальный, да, только для меня особенный. Я особенный, да. Ты тоже на это ведешься. К сожалению, это... Я все-таки буду говорить своими словами, да, это от глупости. Мы в этом вопросе абсолютно глупы. У нас сегодня отсутствует креативное мышление, критическое мышление, да, когда человек берет, было 12 тысяч человек, да, озвучили мошенник. В век интернета залезть, проверить какую-либо информацию и посмотреть, что есть как позитивные отзывы, так и негативные, это же не проблема. Но нам лень. Есть другой аспект. Я бы хотела затронуть такой аспект, как положение женщин сегодня. Почему, если посмотреть на статистику, количество женщин, которые впутываются в эти пирамиды, по сравнению с прошлыми годами, они примерно теперь в процентном соотношении с мужчинами наравне. Раньше женщин было очень мало. Потому что женщины сегодня получают, к сожалению, инфантильных мужчин, которые не хотят обеспечивать семью. А жизнь, она очень такая требовательная в отношении детей. И она работает на одной работе, ей нужно тянуть своих детей в семью, а тут легкие деньги. И у нее нет времени даже вникать, у нее нет сил на это вникать. Ей подружка пришла, сказала: а ты знаешь, я там с 2-4 получила. А для нее эти 2000 рублей — это огромные деньги, просто огромные. И она идет. И эту свою маленькую нищенскую зарплату она несет и отдает это мошенникам. Если бы женщины находились немножко в другом положении, мужчины брали бы на себя ответственность элементарно за своих детей, то количество женщин, которые попадают в эти мошеннические схемы, их было бы очень мало, потому что женщины все-таки критически мыслят лучше. Извините, мужчины. Но это правда. У нас нет времени за чем-то легким бежать. Мы четко знаем, как нам нужно, что нам нужно. Да? Мы знаем, что нужно заработать. А мужчины сегодняшние, я говорю, про это явление инфантильности, они хотят лежа на диване легких денег. Какова статистика, кстати? Да. Какова статистика? Вы не наблюдали? Есть ли такая возможность наблюдать? Кто участвует в этой пирамиде? Что это за возраст, пол? Если говорить про схему Доронина, нынешнюю, сегодняшнюю, которая продолжает работать, то это, конечно, молодежь. И здесь несколько причин есть. Первая причина — это потому, что нет памяти о той самой пирамиде МММ, нет такого опыта, да. А если, допустим, не интересовались, то и не знают вообще, кто такой Мавроди и все, что с этим связано. А второе — это именно схема, как работает сегодняшняя эта инвестициями, назвали, криптокошелек открыли. Может ли люди старшего поколения, мне, допустим, даже с трудом было по этой инструкции, я ради интереса зашла, посмотрела, как там в эти инвестиции вносить, и там, значит, ты должен создать сам свой криптокошелек и через криптовалюту вносить туда эти инвестиции, а потом их выводить. То есть это целое дело. Естественно, люди старшего поколения, когда столкнутся, может, они и захотели бы инвестировать, но если они госуслуги установить не могут. А здесь ты увидел, что тебе нужно создать криптокошелек, конечно, это люди, как сейчас любят классифицировать, зумеры, нынешнего поколения, которые в телефонах привыкли, и они все это быстро в 2 щелчка делают. Я согласна, конечно же, со словами психолога, что ты считаешь себя уникальным, то есть раз ты разобрался с криптокошельком, тут еще возникает такая мысль, что другие почему с этим не зарабатывают? Просто они не разобрались. Это современное, технологичное, новое решение. И я один из первых буду в этом участвовать. Здесь видно, что не все так просто, не просто скинуть деньги. Конечно, это значит рабочая схема, понятная. Просто здесь нужно обладать определенными навыками и умениями. То есть, возможно, еще это работает еще и с такой точки зрения. Говорить о том, что криптокошелек используется больше в степени, чтобы защитить себя от преследования этим же Дорониным, неким,
это, ну, и так как бы понятно. Но здесь есть вот и другая такая сторона, вот то, что Эксклюзивность, эксклюзивность, да, да, что я особенный, разобрался, да. поэтому это, да, вот такая... Да, про уникальность еще буквально чуть добавлю, когда Риана Ханум говорила про закрытые предложения и ограниченные предложения. Это ведь тоже Один из способов цепляет манипуляции, твою да. уникальность, да, что вот ты вот успеешь, и тебе такое уникальное предложение на огромные суммы, у людей напрочь отключается критическое мышление, включается элемент жадности, и как бы, ну, это повышает их самооценку, к сожалению. Поэтому они на это ведутся. Эльмихнум, ну как вам тенденции в нашем обществе, особенно в контексте последних исследований, которые мы с вами провели и уже подвели результаты? Что это говорит про наше общество, про наше отношение к деньгам, про наше отношение к успеху? Спасибо, Ленара Ханум. Здесь хотелось бы приоткрыть завесу. Да, мы подвели итоги нашего третьего этапа нашего исследования, посвященного ценностям крымских татар и состоянию их идентичности. И вот заложенное в 2017 году понимание нами, нашим народом понятия успеха в этот раз, оно показало такие вот очень яркие аспекты. Для наших экспертов, достаточно большое количество экспертов, глубинное экспертное интервью, понятно, что эти люди – это эксперты. Это мы не говорим о всех крымских татарах. Вот это тут же надо ограничить, да? Мы говорим об экспертах. И для наших экспертов пониманием успеха стало понятие такое, что успех – это такое комплексное понятие, сочетающее в себе финансовые возможности, финансовое состояние. Это некое душевное состояние. И это проявление в признанности, авторитетности среди крымских татар. Значимости для крымских татар. Вот это такие три больших кита, они в разных нюансах подсвечивались нашими респондентами. И оказалось, что крымские татары в основном, как мы отметили, да, не про деньги. Для нас деньги были вторичным проявлением успеха. Успех для крымских татар – это про авторитеты, это про признанность, это про полезность для народа, это про меценатство и про создание крымско-татарского пространства. Пространства ценностей, поведения, антуража, внешнего контекста крымско-татарского. Ну и в свете финансовых пирамид это, конечно, все еще раз подтвердило, что экспертное сообщество – это экспертное сообщество, а народ – это народ. Народ – это народ. Да. Вот я слушаю, на самом деле, да, это очень большая разница. И действительно, как вы правильно говорите, когда мы говорим, мы еще, основная наша часть живет в системе выживальчества. Мы тяжело зарабатываем, мы хватаемся за каждую соломинку, мы хотим в современном контексте социальных вызовов, особенно что касается женщин, они острее реагируют, потому что женщина несет на себе груз выживания семьи и ее детей. И здесь оказывается, что да, нам нужны деньги. И говорит о том, что мы не про деньги в целом для народа, это большая-большая наивность. Ну, мы с вами зафиксировали все-таки тенденцию о том, что мы все же в ценностях выживания находимся. Хотя, несмотря что параллельно у нас идут другие тенденции, мы их наблюдаем, но, тем не менее, фактор выживаемости, быть успешным материально для нас это все еще важно. Выживание не физическое, нет, чтобы наши зрители это понимали. Речь идет не о физическом выживании, речь идет о жизненно определенном уровне, задаваемым обществом, общественным контекстом, общественным мнением и вообще в целом тем, как мы хотели бы жить. Да? Раньше... Как достойно бы жить. Да, ну, понятие «достойно» очень широкий спектр. Да? У каждого свое представление. Да, для кого-то это хотя бы что-то, хоть где-то, помните, 90-е годы. Из вагончика переехали в дом, о, какой ты был молодец. А сейчас да нет. Сейчас и качество дома, и качество машины, мы на это внимание обращаем, и для нашего народа это оказывается важным. Это фраза про социальные связи наши, да, когда мы то общество, которое, в общем-то, пронизано этими горизонтальными связями, мы все практически друг друга знаем. Меня поразил момент безответственности, с которой мы распространяем внутри своего сообщества эту информацию и не критически ее не оцениваем. Да, вы говорили о том, что некоторые наши известные блогеры, мы не будем говорить про качество этих блогеров, да, но, тем не менее, они распространяли эту информацию, они делились этой информацией как нечто эксклюзивным, как нечто привлекательным, и доверие к этим блогерам стало, возможно, еще одной вот такой историей, которая включила большое количество людей в эти пирамиды. Что с этим делать? Я бы сказала, что пора уже снимать розовые очки
с глаз, и те люди, которые на сцене, скажем так, да, вот эти крупные блогеры, ну, не надо воспринимать их как своих только потому, что они крымские татары. Уже давно не свои. На первом месте стоит финансовое благополучие и создать Личное. вот этот фасад, лоск, вот как сейчас говорили, машина, дом, и так, вот это самое важное. Очень важно иметь авторитет свой. И неважно, каким путем. Очень сильно стерты ценностные границы. Посмотрите, блогеры в основном крупные. Это все-таки молодежь. Это у старшего поколения, ну там вот эти ценности сидят и не выбьешь. А молодежь, она очень подвержена вот этому открытому окну в мир. И стертые традиции, стертые обычаи. У нас Европа, там Америка, мы, все менталитеты перемешаны. На первое место встало заявить о себе и собрать вот эти лайки, собрать вот это вот поклон зрителей, скажем так. Да? Поэтому я не очень верю в искренность этих людей и всегда отношусь к ним с недоверием. Может быть, я скептик в данном случае и буду не очень справедлива к кому-то, кто искренне все-таки, да. Но когда человек, я вижу, что он берет и несет ту же рекламу в массы, зная, что тебе будут доверять, я не воспринимаю этого человека как того, который вот действительно четко относится к народной идентичности, как вот мы привыкли понимать это. Еще один момент. Мы часто в детстве слышим, да, фразу про учиться на чужих ошибках. Хорошая фраза. Хорошая фраза, но не рабочая. Знаете, почему не рабочая? Потому что, во-первых, учиться на своих ошибках больно. И для того, чтобы учиться на своих ошибках, нужно обладать эмоциональным интеллектом, критическим мышлением и некой такой саморефлексией, когда ты совершил ошибку, ты потер локти, сказал, блин, больно. Да, но ты отрефлексировал, ты выделил, где ты, по какому там пути пошел неправильно, где ты эту ошибку совершил, почему, по каким качествам своим, да, что ты не доработал. И ты готов это отгоревать, и этот опыт вычленить и взять его в будущее. Люди в большинстве своем, они не хотят. У нас, опять мое любимое слово, инфантильность, безответственность. Это Васька виноват, это тот сосед виноват, это правительство виноват. Кто угодно виноват, но не я. У кого-то даже коза дура. Понимаете, лишь бы не признать собственную ошибку. Поэтому мы на ошибках учиться не можем. На ошибках хорошо учатся интеллектуально развитые люди, у которых очень хорошо... кстати, у которых те, которые хорошо развиты, хорошо с эмпатией, они на чужих ошибках вообще классно учатся, потому что они эмоционально больше могут погрузиться в переживания другого человека. Чем ближе ты эмоционально понимаешь, что проживает тот человек, совершивший ошибку, тем легче тебе самому как бы пропустить это через себя и вот в эту воду уже не вступать. Ты приблизительно понимаешь, каково это. Еще один момент. Мы когда с вами говорили до начала передачи, да, мы обсуждали, куда поведем эту тему. Люди, которые обращались к вам за юридической помощью, говорили о том, что они осознавали, в общем-то, риски, да, этого странного финансового мероприятия, но, тем не менее, пытались вот в этих непонятных, непрозрачных условиях игры снять этот куш. Да? Что это за эффект такой? То есть осознавать риски, понимать, что это, в общем-то, бесперспективная финансовая операция, да, или инвестиция, простите, но при этом играть по этим правилам. Что это за история? Почему так люди... Я думаю, каждый человек входит в раж, скорее всего. Он считает, он уникальный. Именно ему повезет. Если человек знает, что это пирамида, знает последствия, то есть он понимает, привлекая людей близких к тебе, ты обрекаешь их на огромные риски, на потери имущества. То есть здесь мы должны учитывать и моральные качества, темперамент человека, и в то же время самоуверенность в том, что он выдернет это тело, инвестиции я имею в виду. Ну вот не знаю, как это объяснить. Я думаю, что это уникальный случай, который нужно изучать. Это когнитивные искажения. Мы все им подвержены. Во-первых, то, что я уникален,
да, и со мной этого не произойдет. А во-вторых, то, что я всегда успею остановиться. Это же ловушка наркомана, там, алкоголика. Ну, тут, знаете, да? еще как это сработало. То есть, опять-таки, это же проект не новый. Буквально полгода назад в Крыму, опять-таки, с региональным таким окрасом, то же самое было. Но это все происходило в запрещенной сети, в Инстаграме. И там все происходило переводами на карту. Там не было криптокошелька, там была немножко другая схема, но все та же пирамида. То есть все тоже было с репостами, что я получил, ну, можете получить и вы, благодарность там, тому человеку. Я не помню, как называлась эта страница. Но суть в том, что люди, уже многие, которые сейчас участвовали в этой пирамиде Доронина, они уже знали, как это будет работать. Они знали, что в какой-то момент, то есть что они понимали, что это пирамида, да, то есть, как вы говорите, они осознают все риски, но почему-то играют. И зная, что главным условием участия будет репост в своих сторис, да, что им выплатили. То есть они знают, что они своим репостом могут подвергнуть риску других людей, при этом они не уверены, знают ли другие люди о том, что это пирамида, и что нужно будет остановиться в какой-то момент, да, чтобы не закинуть свои там 100 тысяч, а были и такие, кто и 100 тысяч, да, закинул, и большие суммы закидывал. Они, зная это, зная о том, что если даже им повезет и они вовремя остановятся, то другие могут, получается, прогореть, и они, осознавая все это, все равно в этом участвовали. Это безответственность, и таких людей немало было, потому что когда я, например, в своем блоге подняла эту тему и поделилась, что этот проект мошеннический, в нем участвовать нельзя. Мне вот многие из тех, кто так вот поступал, писали: да, мы знаем, но ладно уже, когда он остановится, мы просто вовремя выйдем. Мы еще сами поднимем, то есть в шутку. Я говорю: хорошо, вы это поднимете, но вы ведь делитесь репостами, и другие могут это не осознавать, они доверяют вам в том числе и начинают в этом участвовать. То есть вы осознаете, что вы не прогорите, но прогорит кто-то из ваших близких и так далее. То есть это же пирамида, она растет, и из 1000 участников в 12 тысяч она превратилась буквально благодаря вот этим репостам. И это происходило быстро, если даже того Мавроди, да, брать. Сколько там тысяч здесь за какое, да, в 90-х за какое время это происходило, набор, да, этой пирамиды. А здесь за пару недель такое большое количество. И это неизвестно, возможно, у этого же Доронина, в кавычках, такие же проекты в другом чате, в других регионах. Потому что здесь как раз-таки срабатывает, да, вот именно вот региональная такая. Потому что каждый увидит: я у этого увидел, у того увидел, у своих же вроде как. И вот так оно очень быстро распространяется. И это кратковременный такой процесс, но вот так успешно получается. Юлия Ханум, признаки финансовых пирамид, то есть на что нужно в первую очередь обратить внимание и что, в общем-то, выдает в этих сомнительных финансовых мероприятиях сомнительные последствия. Да. Ну, понятно, что финансовая пирамида никогда не зовется финансовой пирамидой, как я ранее сказала, что это фонды, платформы, крипто и так далее. Но, тем не менее, самое главное – это то, что они объявляют, что высокая доходность при минимальных рисках. Это невозможно. Невозможно просто. Они не говорят о своих лицензиях, их невозможно проверить. Но здесь я должна отметить, когда говорят о высоких доходах при минимальных рисках, это уже красный флаг, то есть это должно тормозить. У них есть какие-то ключевые термины. Вот, допустим, я вот перед передачей посмотрела Кирилла этого Доронина, он использует термины, и его спрашивают инвесторы, так называемые: а если вы прогорите, а если он говорит: вы что, мы используем экономические алгоритмы. Там. То есть он применяет, он умные вещи сказал. Алгоритмы. Вот, да. Опять-таки почти все говорят: это последнее предложение, успейте. То есть они ограничивают в сроках. То есть это уже тоже говорит о том, что это пирамида. Но здесь я хочу отметить, что я просто поинтересовалась, посмотрела тех ребят, которые именно занимаются криптой, вложением денег. То есть они играют в эти игры. Они знают это все. Они знают, что вот эта пирамида. Они быстренько вступают туда, подтягивают людей, как вы сказали, по ссылкам. То есть они намеренно на это идут. Потом быстренько спрыгивают. Один говорит: если я вижу очень высокую доходность, я лучше посижу на заборе и посмотрю. То есть меня это не устраивает. Они играют в это. И они постоянно меняются. То есть пирамида разрушается, идет следующее, понимаете? Понятно, что ушлые вот эти вот инвесторы, игроки, они в плюсе, они вытаскивают свои деньги. Ну а в то же время они засасывают людей наивных, жадных где-то, необразованных. Ну вот и получаем вот такие жертвы. Просматривала я
опять-таки, готовясь к передаче интервью пострадавших, это просто ужас. Она плачет, она с детьми, она рассказывает, что она там 1 миллион взяла. Тут никогда не возьмешь кредит, потому что тебе не дадут. Тут люди берут по 2 миллиона, продают землю, продают квартиру, у нее 5 детей, она плачет, и опять-таки она не говорит, что она пострадала, что меня обманули. Она опять-таки использует какие-то термины. Ваучеры я получила. Чтобы их выкупить, я опять взяла кредит. То есть, ну, там бред какой-то. И это феномен. Я не знаю даже, как это объяснить. И как с этим бороться, я не знаю. У нас все хотят быть успешными, и сегодняшнее молодое поколение очень часто ищет способы, да, как это быстро организовать бизнес, как быстро заработать. Реально ли вообще такая схема, то есть быстро заработать? Реально ли инвестировать? То есть есть ли такие сферы, в которые можно реинвестировать и действительно получить, пусть не в краткосрочный период, но в какой-то вот осязаемый период? Ну, это, да, конечно, можно инвестировать и предусмотреть. Что это за сферы? Сферы – это могут быть ценные бумаги. Ты, если в этом разбираешься, должен подготовиться, естественно, просчитать, уметь составлять модели математические. Даже не математические, там в Excel все это рассчитывается. Выбрать, какие темы тебе подходят. И потом есть такой термин, как диверсификация. Проще говоря, в народе, как мы говорим, яйца держать в разных корзинах. Если у тебя есть что-то, ты что-то в валюте, что-то в недвижимости, там, в ценных бумагах. Это могут быть государственные облигации, это могут быть компании, акции компаний, которые имеют реальные активы, которые имеют серьезное стойкое финансовое положение, которые публикуют информацию, свою отчетность о своей деятельности, которая на рынке очень долго. Ты можешь работать с брокерами, ты можешь работать как индивидуальный инвестор. Открывать индивидуальные инвестиционные счета, получать вычеты даже от государства. То есть там интересные темы есть. Но молодежи нужно сейчас много, быстро. То есть вот, может быть, это темперамент. Психологи, наверное, разберутся. Я не знаю. То есть они рискуют, вот, и можно подождать, разобраться, зарабатывать, конечно, можно. Опять-таки на валютах. На валютах. Тоже можно, почему нет? Так работают же. Финансовая культура. У нас есть вообще такое понятие, рабочее понятие в нашем обществе, Альмиханом? То есть у нас есть определенная политическая традиция, у нас есть определенная социально-культурная традиция, а вот финансовая культура, оно в нашем, скажем так, социальном поле есть такая категория или это... Мне кажется, для нашего народа эта категория не совсем характерна. Вот я слушаю уважаемых участников, и мне в голову пришло дело даже скорее не в образованности. Потому что вот то, о чем говорит Лилия Ханум, это вид деятельности, это вид профессиональной деятельности. То есть ты знаешь, что ты делаешь, ты знаешь, откуда причинно-следственные связи, то есть ты занимаешься этим профессионально. И вот это вот ощущение того, что эксклюзивность, да, вот криптовалюты, криптокошелек, я смог, я молодец. А вот мы сейчас проживаем этот период, когда еще профессионализма нет, и в больших это не массовый продукт. Общество в целом не может, наверное, по крайней мере, на современной стадии экономических, финансовых, современного финансово-экономического развития иметь это массовым продуктом. Но у нас не так много финансистов. У нас не так много людей, которые могут это создавать таким, своего рода условным ликбезом. Да. Здесь не про качество образования, здесь про опыт мышления. И про привлекательность самой сферы. И про привлекательность самой сферы, про желание в это участвовать, про желание в этом разобраться. У большей части людей, мне кажется, самым главным мотиватором были легкие деньги. Вот легкие деньги, да, я быстро, вот, как вы говорите, вытащу, я смогу, я пронырну, я меж крапельками пройду, и все будет хорошо. Вот. Мы не понимаем это как вид деятельности. Вид деятельности для другого человека. Тот человек к этому делу относится профессионально. Он все просчитывает. И вот такие объекты его манипуляции, да, он понимает, как они работают, а сами объекты не понимают, как работает голова. Вот как эта система работает. И здесь мы идем просто за быстрыми деньгами. Ни за чем другим. Ни о какой финансовой грамотности в нашем обществе, мне кажется, говорить нельзя. У нас нет этих прошивок. Мы пока только на стадии зарабатывания денег. Вот то время, которое называлось диким лицом капитализма, вот, мы зарабатываем деньги, нам все равно каким способом. И опять-таки рискуем, ведя себя на высокие доходы. Да, наступаем на плечи опыта. друг друга. У нас тут две категории. Есть профи, которые этим занимаются и крымский отлично татар зарабатывают. мало в этом. Но есть даже молодые парни, которые зарабатывают очень хорошо. То есть есть везение, есть знания, опять-таки. То, что касается финансовой грамотности, конечно, мы занимаемся как можем. Кафедра бухучета является реализатором проекта.
финансовой грамотности в Республике Крым. То есть мы сотрудники Высшей школы экономики, если вы откроете сайт, мы там наши лица, вы увидите. И методический комитет по финансовой грамотности, курируемый Высшей школы экономики, они работают с нами непосредственно. Но что мы делаем? Мы обучаем учителей, вот это вот говорили, учителей, которые потом преподают детям. Страхование, бюджетную систему государства, налоговую систему, все это мы преподаем. То же самое и мошенничество. Но что может ребенок делать? Он пока не представляет из себя потенциального инвестора. Но он послушал урок, и все на этом. Надо каким-то образом все это распространять, может быть, в виде передач или каких-то, я не знаю... То есть действующая система, там, не знаю, ликвидации безграмотности. Ликвидации да, безграмотности. Это больше ликбез, чем грамотность. Да. Она, в общем-то, неэффективна, по большому счету, можно сказать. Ну, а желание, конечно, государства есть, оно финансируется масштабно. Но пока я не вижу результатов. Но видите, вот не доходит до нашего народа где-то вот эти вот вещи, о которых сейчас мы говорим. Хорошо, вот сейчас передача, Риана Ханум озвучила. Для меня новость, что еще один появился. А-ля Доронин. Ну, честно это говоря, просто... есть те, кто вообще на постоянной основе они существуют. Это у нас сейчас Доронин, тема главная, потому что он регионально нас охватил, крымских татар, в большом количестве. А так вообще есть игры такие, опять-таки, где легко тоже можно поднять деньги. Та же самая пирамида, только через игры. Тем более в это еще дети ввязываются. Вы посмотрите, элементарно любой видеохостинг, большая часть преимущественно реклама видеоигр, вставок, вставок на спорт и так далее. И, конечно же, и посмотреть, какая привлекательная реклама. А как они завуалированы? Сейчас мы говорили про Финику, да, вот они лопнули в 2021 году. Еще одна была тоже платформа, StepN, по-моему. Они виртуально продавали кроссовки. Понимаете? Ты в них ходишь, нашагиваешь шаги, привлекаешь кого-то. Ты купил за $1000 эти кроссовки. И создается иллюзия твоей деятельности, иллюзия твоего включения в этот бизнес. Иллюзия того, что ты причастен, ты важен, ты нужен. Игры, платформы и так далее. То есть они не говорят, мы пирамида. Нет, ни в коем случае. Может быть, Доронин тоже кто-то из наших. Почему именно наш народ? Схема, да. Да, он не стал, может, заморачиваться. Вот я возьму и продублирую. А заработала. А может быть, многие подумали, он, наверное, выбрался вот с той ситуации. Это тоже Доронин. Наверное, так думают. Просто каждый должен заниматься своим делом. Нам уже пора научиться не бабушек на лавочке слушать, когда тебе надо что-то вылечить, да? не доверять, потому что там сидит мужик в белом халате, вещает на какой-нибудь платформе и рассказывает, как тебе жить, как тебе лечиться и так далее. А ты должен пойти обращаться к тем людям, которые реально это знают, к проверенным людям. И если ты в этом ничего не понимаешь, ну не суй ты туда свой нос. Если бы каждый из нас развивался в своей сфере, хорошо, качественно, уделял этому максимум внимания и не распылялся на это все, мы были бы гораздо более и обеспечены, и вес какой-то бы больше имели. Это бы лучше работало. Это наследие наше. Мы такие, если помните, Ленора, нам было лечить людей, строить дома и рассуждать о политике, мы можем все. Да, вот. И вот это ощущение, а еще аргумент, у него мама крымская татарка. Все, это козырный туз, да, это вообще, это то, что работает на ура. И посмотрите, мы действительно, мы можем сказать, это наша постсоветская традиция, но у крымских татар проявляется максимально просто. Мы умеем делать все. И это фишка наша, да, это круто, и мы гордимся этим. Все своими руками сделал, каждый кирпичик своими руками, да, все своими руками. Это круто. Это круто, это очень здорово. Это же про травму. Про преодоление. Но современный мир такой, он требует профессионализма, узкого профессионализма. Мы не можем быть специалистами везде. Это контекст современного развития. И это поколенческий вопрос. Вот это поколение нашего среднего возраста, которое может все, которое создает своим детям максимально комфортные условия. И поколение наших детей, мне кажется, они должны больше развиваться в формате такого интеллектуального, возможно, да. Они не должны быть безграмотными в широком смысле. Это не овладение письмом и чтением, я имею в виду, а я говорю о мышлении. Современная молодежь, она иначе мыслит.
И здесь я бы хотела, чтобы не просто на потребительском, да, быстрые деньги, вот сейчас и сегодня, а про то, что это умение создать нечто, чего не было раньше. Умение думать так, как не думал никто. У них есть возможности, у них есть огромное количество механизмов и ресурсов этого добиваться. Эльмира Ханум, судя по той статистике, которую нам Риана Ханум привела, да, условно, безусловно, это не абсолютные цифры и не точные цифры, да, молодое поколение как раз-таки, то, на которое вы возлагаете надежды. Ну, вы же сами говорите, вот они освоили криптокошелек, о, молодцы, я криптокошелек не освою, мне страшно проговаривать эти вещи, да, условно. Вот. Они там вот такую крутую инвестицию сделали, заработали. Мама, ты что там на своей зарплате сидишь? Ну, то есть вот это тоже межпоколенческие какие-то такие, знаете, противоречия, контексты. Вот пока ты там работаешь, там на своей тяжелой работе, в медицине пусть будет, пусть в системе образования будет, на рынке будет, неважно. Ты как тяжело эти деньги достаешь, а мне значительно легче. Условно даже, все мои дети, подростки, которые работают в системе общепита, они зарабатывают значительно больше их родителей, откровенно говоря. Да, сезон, да, быстро, и непрофессионально. Оно не требует образования, оно не требует профессиональной компетенции, оно не требует заморочек и там сидения часами перед компьютером или какой-либо физической тяжелой работы. У них вот это ощущение легкости, они попадают в ловушку. Они попадают в ловушки. В ловушки быстрых денег, в ловушки отсутствия профессионализма, в ловушки отсутствия каких-то энергозатрат, ресурсозатрат. Это все легко, это такой условный хайп. Игра. И современный человек, Эльнур Ханум, вы помните, нам с вами всегда об этом говорит, современный человек, homo ludens, человек играющий. Мы играем во все. В финансовые пирамиды, в отношения, в семью, в домики, в дочки матери, в космонавты, в кого хотите. Мы играем. Мы играем на маленьких ролях, на маленьких коротких дистанциях. Мы играем в большие роли на длинных дистанциях. И мы на уровне, не знаю, продукта создаем игровой продукт. Вот деятельность как игра, жизнь как игра, отношения как игра. Вот это хотелось бы преодолевать. Человек привыкает играть. Не видим, да? Да. Можно я мы можем все скажу, да, очень хочется отметить, раз затронули это, про последствия коллективной травмы. То есть, когда твое государство тебя предало, когда тебя выкинули вообще без ничего, я даже когда представляла себе вот эту ситуацию, смотрела эти вагоны, где инсталляция это была, да, и вот представить себе, что у тебя вообще ничего нет, да, все, что у тебя было, нет. У тебя даже детей непонятно где. И ты попадаешь непонятно куда, и получается, что у тебя другого выхода нет, как научиться все сам. И когда возвращались в Крым, когда ты строишь огороды, их стирают полностью, ты опять его делаешь, его опять стирают, потому что кто-то не хочет тебя принимать, и ты опять учишься это все обходить, и ты опять все сам. И вот эта наша привычка на фоне травмы, она самая сильная, она самая мощная. Избавляться от них, во-первых, очень сложно, во-вторых, до конца категорически нельзя. Потому что она помогала выживать, она помогала сохраняться. И если мы вот это все сам теперь правильно, опять же, проанализируем, да, возьмем оттуда вот эти сильные стороны и переложим вот в молодое поколение, которое сейчас как болванчики, да, вот тогда мы получим на выходе классную, сильную нацию, которая будет не играючи жить, а жить на перспективу, которая сможет отдать... Почему наши дети такие? Мое поколение, да, моих детей поколение. Потому что когда какой-либо народ прожил через этот ад на земле, они для своих детей хотят все. Все самое лучшее. На тебе. Самое легкое. На тебе. Только вот не надо, да, чтобы ты так не мучилась, как я. И это дитё выходит в свет, и она думает, что весь мир вот так ее ногам, и все ее будут баловать. И вот это инфантильное поколение, оно, к сожалению, вот благодаря, с одной стороны, вот этой травме и появилось. И теперь наше время, вот как вы говорите, да, информационная какая-то должна быть пропаганда очень активная, не сложными словами, не учить этой финансовой грамотности, а учить
Вот вообще, да, каким ты должен быть сегодня. Базовым вещам, каким-то критическое мышление. Рассказывать, почему твой народ был такой, почему вот это сейчас... У нас сейчас межпоколение, если говорить про финансовые вопросы. Старики, они под подушкой деньги хранят, вот это их финансовая, да? Да, финансовая подушка. А молодежь деньги на ветер и вот непонятные махинации. Да вы вот это соедините, вот эту, с одной стороны, цепляемость за деньги, а с другой стороны вот эту бережность. Потому что бережность, вот это деньги под подушкой, это про безопасность. Да, у тебя хоть что-то есть. И вот представьте, если это соединить. Инновационность. Инновационность и бережливость. Вот этот, то есть и ни там здравого смысла на сегодняшний день до конца уже нет. Тот здравый смысл, когда эти деньги под подушкой нужно было собирать, он тогда работал, он был. Это не к тому, что старики были глупыми, они были очень правильно поступали. Но сейчас это уже не нужно. Это еще и про ответственность. Про ответственность, потому что ты этих детей растишь, и ты не знаешь, ты ни государству, никому доверять не можешь. Тебя завтра опять так же бросят. Поэтому хоть что-то у них должно было быть. И об этом мы тоже должны, когда мы просвещаем молодежь, об этом тоже нужно говорить. Они должны понимать, что они живут в реальности, не в сказке с розовыми пони. Не блогеры рулят, не блогеры вас ведут куда-то вперед. Блогеры — это очень временное понятие. Сегодня это у них модно, завтра то. Вы посмотрите, кого вы сделали кумирами. Вы сделали шоуменов, которые выходят на сцену, поплясали, потанцевали, авокадо на хлебушек намазали. Их завтра не будет. Пользы никакой нет для общества. Люди должны нести именно пользу. Вот это верх развития любого человека. А еще к этому разрешите добавить, раз мы уже такой женской компании, мы затронули этот женский вопрос. Вопрос вот к этим женщинам, к матерям. Тараканы в женской голове – это природное бедствие. Мы сейчас про любимую тему будем говорить. Про тараканы в женской голове. Потому что вот мать потребительница, она создает детей-потребителей. Мы сказали про инфантильных мужчин. Но я хочу сказать о мамочках мыльных пузырях, у которых только вот абсолютно напрочь отбито мышление. Напрочь. Вы говорите, розовые пони, для них это реальность. Пусть твои тревоги несут единороги. Вот реальность – это действительно так. Я смотрю на некоторых молодых, и не только молодых мам, наше поколение немножко сознательнее было, Яна Рухановна, мы все-таки как матери их, немножко, мне кажется, мы были немного другими. По-разному было. По-разному было, возможно. Но я даже не говорю про этот слоган «ты же мать», я не про это говорю, да, я не в формате работы железной няни. Вот железная няня – это тоже, не закрой рот и кушай кашу, я не про это. Я говорю про то, что женщина создает контекст для своих детей, для своей семьи, а значит, для общества в целом. И когда этот женский контекст, простите, чисто антуражный, про дачки-тачки, и про Инстаграм, и про разные вещи, которые там способствуют этому, да, про образцы красоты, там, которые сейчас очень популярны, неестественные, да, о формах поведения свое, о формах построения семейных отношений, о непонимании ценности жизни. Вот я сейчас такие, может, очень серьезные вещи говорю, но опять-таки вопросы, к мужчинам тоже есть вопросы. Но к женщинам здесь в этом смысле больше вопросов, потому что женщина воспитывает. Если женщина не воспитывает своего ребенка критичным, уверенным, с пониманием успеха, с пониманием работы, с пониманием ответственности. Качество успеха. Качество успеха, да. Это не про авокадо. На фоне мраморной, простите, ванны. Про авокадо бывает по-разному. Я, кстати, как блогер... Да, как блогер уже не первый раз просто слышу. Хочу в защиту коллег сказать, что да, конечно, есть сейчас такая тенденция плохая, да, что блогеры — это обычно трансляция и ценности не совсем те, которые нужно продвигать, но это и польза большая. Опять-таки, распространить ту же информацию, что это мошенники, тоже могут блогеры, и им гораздо быстрее их услышат и увидят, чем, например, об этом узнают в новостях или там в других местах. Вот. Поэтому, в принципе, тут уже кто какой контент, извините, простыми словами, пилит, скажу, что, в принципе, нас уже не касается, мы все равно на это повлиять не сможем. Оно вот просто идет, и все, тут уже ничего не сделаешь. После просмотра этой программы точно никто не пересмотрит свои блоги, если они как-то их вели. Ну, капля камень точит в конечном итоге. Вы знаете, я сейчас вспомнила фильм, он назывался «Поймай меня, если сможешь», с
Ди Каприо, да, про мошенника, которого никто так и не поймал до тех пор, пока он не стал работать на ЦРУ, если я не ошибаюсь, или на кого-то. Ну, не суть. Лилия Ханум, насколько вероятно, да, есть такая возможность, вероятность, что финансовые вот эти вот пирамиды в конечном итоге кому-то удавалось, скажем, да, так возместить потери или еще что-то? То есть это нереальная история абсолютно? Не было такого. Такого Вообще не было в природе в истории. такого Да. не было. Да, потому что я вчера еще с сыном общалась. Я говорю, а можно вернуть деньги? Ну, понятно, я не совсем в теме. Он говорит, это бесполезно, потому что на месте разрушенного вырастает новое. Это постоянный процесс. Но опять-таки это не является уроком для потребителей именно вот этого продукта инвестиционного, так называемого. Опять мы натыкаемся на то, что все хотят быстрые деньги, высокие проценты сегодня, сейчас, и не прикладывая особых усилий. Мозговой деятельности, там еще чего-то, обучения в этом направлении. Но опять-таки страдаем. И не изучаем прошлый опыт, как мы говорили, на ошибках учатся. Да? Это же нормально, когда ты на чужих ошибках учишься. Когда ты, прежде чем, вот как Риана Ханум сказала, вкладываешь 500 тысяч рублей, это немалые деньги, но ты посмотри, ты изучи, посмотри, что происходило с этими пирамидами. Положительного ответа не было по этому поводу. Но единственное, там, может быть, тот, кто первый вошел, выскочил с деньгами. Это да. Но основная масса, вот та пирамида, которая внизу, масштабная, она остается, естественно, в проигрыше. Риан Ханум, соответственно, вопрос. Правовая, юридическая ответственность, она часто ли настигает, скажем так, организаторов этих пирамид, и можно ли надеяться на какую-то сатисфакцию? Сейчас тут нужно вообще, если юридически смотреть на все это с самого начала. Смотреть. Инвестициями назвали. Хорошо. Что такое инвестиции? У нас есть закон об инвестиционной деятельности. Это совсем все не так выглядит. У нас должен быть объект, субъект, да, то есть мы должны понимать, это некий Доронин, да, который себя называет, юридическое у него лицо, либо же он индивидуальный предприниматель. И в таком случае, если это инвестиции, соответствующие должны быть оформлены наши с ним взаимоотношения. Если мы ему вкладываем деньги, да, конечно, есть понятие устного договора, но никогда речь идет об инвестициях. Раз уж он назвал это инвестициями, юридически, чтобы все понимали, инвестиции должны быть оформлены. Более того, у нас с дохода от инвестиций должен быть уплачен налог, то есть должна быть подана декларация. 13% — это налог с инвестиций. Это все официально, и почему-то люди, когда в этом участвуют, да, вот в этом легкие деньги, гарантированный результат. Одно дело, что они стали жертвами мошенников, а другое дело — это и их личная ответственность. Да? То есть эти люди мало того, что получили доход, да, даже те, кто успел, как говорит, не прогорел, успел поднять, эти люди должны понимать, что те суммы, которые они получили, это доход, и перед налоговой они имеют обязательство подать декларацию, заявить об этом доходе. Тут, понятно, конечно, источник дохода не совсем известный. Это, кстати, вторая проблема, потому что если мы получаем от кого-то на карту деньги, и неизвестно вообще, кем завтра признают этого субъекта, может быть, даже террористом, допустим, или там участником какой-то запрещенной организации, а может это вообще человек с территории иностранного государства организовывает это все, и в итоге человек не только станет жертвой мошенника, а может еще и участником какой-то преступной схемы, и его еще могут обвинить в том, что он финансировал кого-либо, да, то есть он же скидывает свой какой-то вклад и думает, что он инвестиции играет и так далее, но это все понятное дело, что мыльный пузырь, никакой там инвестиции нет, поэтому в первую очередь мы должны разобраться, что, если назвали инвестициями, что там за инвестиция. И тем более, если мы берем понятие инвестиции, мы же во что-то вкладываем. Во что мы вкладываем? В самого Доронина, в его личность, в его проект, да? То есть мы должны понимать, что это за проект. Конечно, когда мы открывали там его канал, у него есть голосовые сообщения, где он там полчаса объясняет, что у него за проект. Но никакой конкретики, кроме того, что он там занимается какими-то товарами из Китая, никакой конкретики нет. Люди должны понимать, что если они хотят иметь какие-то гарантии, это не просто слова и обволакивающие голосовые от Доронина, что все будет хорошо, вас никто не кинет, я не мошенник, и деньги все гарантированно получат. Это должен быть документ. Ну, это и с юридической стороны, естественно, меня устраивает только документ. В документе будет указано, какие деньги были вложены, какие есть гарантии, какие есть, ну, допустим, форс-мажорные ситуации и так далее. Потому что если мы говорим о настоящих инвестициях, это долгосрочно всегда обычно. И если мы говорим о криптовалютах, то там вообще никто никаких гарантий не дает, потому что рынок криптовалют, он там сегодня одна там идет категория, там завтра другая, обвал и так далее. То есть здесь люди просто
даже если не разбираться в этих всех темах, не разбираешься, все, понятное дело, что не лезь, но даже элементарно он должен определить субъекта, с кем он взаимодействует. Если это просто телеграм-канал, и там написано Доронин, и от него голосовые сообщения, этого недостаточно. Люди должны понимать, что нужны контактные данные, юридический адрес, если это там юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, они должны себя обезопасить, что в случае, если вот они же те 100 тысяч вложат, в случае, если их кинут, простыми словами, чтобы они смогли кому-то что-то предъявить. При этом, конечно, очень часто мошенники указывают и юридический адрес, и фотографию, и все это есть, но это, естественно, все липовое, и юридические компании однодневки бывают. Это тоже это тоже, конечно, не гарантия, но, по крайней мере, это лучше, чем ничего, потому что, хотя это тоже все очень плохо, не поможет это. Сейчас большинство мошенников, вот опять-таки про дроперов, я не знаю, говорила сегодня или нет, используют даже не свои карты. То есть если они пересылают какие-то вот эти деньги, крутят в своих схемах, они даже не используют свои личные карты, они выкупают карты, например. Это, кстати, еще одна проблема, потому что сейчас очень много детей вовлекают в эти схемы. Дети даже не подозревают, но они продают карты каким-то мошенникам, которые дальше будут в своих схемах эти карты использовать. И таким образом у правоохранительных органов, да, чтобы потом защитить свои интересы, чтобы попытаться что-то вернуть, но это нереально. Во-первых, даже если бы это не криптокошелек был бы, а просто были бы переводы с карты на карту, здесь мы сталкиваемся с дроперами. То есть деньги перевели с карты посредника, просто лица, который даже не в курсе, в каких схемах участвует его карта. Естественно, с этого лица мы деньги не сможем взыскать. Найти того самого основателя и то самое первое звено невозможно. А если мы говорим о криптокошельке, то есть, например, у этого Доронина нынешнего, все идет через криптокошелек. Криптокошелек не присваивается по серии паспорту, да, там, гражданину какому-то определенному. Здесь все онлайн происходит через приложение, там, мультисылки и так далее. То есть правоохранительные органы, конечно, сейчас имеют много разных средств, да, в своей работе. Но если мы говорим о Телеграме, раньше мы думали, что с Телеграмом, юристы в смысле, сотрудничают правоохранительные органы, точнее, Телеграм сотрудничает с правоохранительными органами, передает данные, и в случае там, возбуждения уголовного дела о любых подозреваемых или там, обвиняемых, то недавно, буквально вот по последним данным, ФСБ опубликовала, в решении суда, точнее, это было изложено, что Телеграм сотрудничает с правоохранительными органами только по статье 205, это терроризм. Понятное дело, что по статье о мошенничестве уже Телеграм никакую информацию не передаст о том же Доронине, о его канале. И безнаказанность абсолютная. То есть вообще он поэтому и продолжает, собственно. Он знает, что там 1000 заявлений написано. Самое страшное в том, что вот только прогорели одни, и тут же появляются новые. Причем из одной и той же среды, из одного того же окружения. То есть люди не делают выводов. Даже по финику получили сроки, но деньги никто не вернул. Вот что интересно. И 4 года 6 месяцев он готов отсидеть, она готова будет отсидеть. Это... Организатор вместе с ним вместе. Но она выйдет с большими деньгами, уедет и все. Вот. Остальные темы, они все за пределы государства. Они организовываются, поэтому мы даже не знаем, кто стоит за этим. Чох сагнус, это был приятный, интересный разговор за чашечкой кофе с ароматом традиций. Выводов из этой программы, из этого разговора я могу сделать только один. Налицо факт незрелого крымско-татарского общества, который, к сожалению, не способен пока критически осмысливать те финансовые предложения, которые возникают вокруг. Это неготовность нашего молодого поколения обращаться к профессионалам и улучшать или совершенствовать свои знания в финансовой сфере. Поэтому нам есть чем заниматься, нам есть над чем работать. Ну и берегите себя, берегите свои капиталы, они нам еще пригодятся. Чох сагнус, это был проект Меркес, Гурушкенджи.